Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Ну а почему? В Узбекистане спецслужбы в открытую преследуют нелояльных журналистов. В Туркменистане подвергся пыткам электрошокером репортер «Радио Свобода». А в Казахстане решили увольнять сотрудников прессы за ущемление гордости местных депутатов. Редактор должен уволить его и сказать: «Ты неправильно написал». Во-вторых, такого журналиста не должны принимать на работу в других изданиях. Отсутствие стартовых капиталов, религиозное и гендерное неравенство. В Душанбе на международном форуме пытались выяснить, как помочь таджикским женщинам заниматься бизнесом. Проблемы признаны почти неразрешимыми. Барьеров очень много для женщин как в республике, так и у нас в США. В Америке начали пересчет голосов, отданных за Дональда Трампа. К активистам от партии местных зеленых присоединились и проигравшие на выборах демократы. По закону еще есть время объявить голосование за Трампа недействительным. Гибель «Титаника» повторится 10 тысяч раз. В Китае строят точную копию легендарного лайнера, на борту которого будет действовать аттракцион, имитирующий столкновение с айсбергом. Мы пытаемся приблизиться к оригиналу. В Туркменистане задержан, избит и подвергнут пыткам корреспондент туркменской службы «Радио Свобода» Азатлык Худайберди Алашев. Правоохранительные органы обвинили его в незаконном хранении табака. По информации свидетелей, Алашева не только били, но и пытали электрошокером. В результате журналист не выдержал пыток и признал себя виновным, хотя таковым не является. «Радио Свобода» считает, что арест и обвинения против Алашева связаны с его профессиональной деятельностью. Он сообщал из Туркменистана об использовании принудительного труда в сборе хлопка, нехватке продовольствия в регионе и задержке заработной платы. О преследовании сообщают и журналисты из Узбекистана. В день президентских выборов спецслужбы установили слежку за независимыми журналистами, в том числе и за фотографом-документалистом, лауреатом премии Вацлава Гавела Умидой Ахмедовой. Причем обнаружить сотрудника в штатском было совсем несложно, поскольку он не отходил от Ахмедовой ни на шаг. А босс просит, чтобы ты не снимал. Ну а почему? Ну, Я свою жену не могу снимать. Олег, я просто Че? чтобы не снимать. Ну а почему? Я ж ничего плохого не делаю. Просто поснимаю. Умида Ахмедова узнала сотрудника службы нацбезопасности еще и потому, что он не в первый раз следит за ней. Как сообщил сам агент, он следил за Ахмедовой во время похорон Ислама Каримова и проведения саммита ШОС в Ташкенте. Добавим, что в Узбекистане в особо ответственные дни, как, к примеру, выборы президента, ко многим гражданским активистам власти прикрепляют агентов. Сами власти никогда не признавали наличие подобной практики. Тем временем в Казахстане власти также планируют усилить контроль над журналистами. В закон о СМИ готовится внесение поправок, которые могут сделать его крайне репрессивным в отношении прессы. Накануне работу республиканских журналистов обсуждали в парламенте страны. Как выяснилось, депутатов больше всего волнует, что местная пресса якобы задевает их собственную гордость. С подробностями Айнур Коскина. Казахстанская журналистика нуждается в перезагрузке. К такому заключению пришли парламентарии. Ежегодно из бюджета на содержание государственных средств массовой информации выделяются миллионы долларов. Однако это практически не отражается на качестве контента. Напротив, СМИ вынуждены не создавать рейтинговые передачи и писать интересные статьи, а отрабатывать госинформзаказ. Беспокоиться за распространение печатных изданий тоже не стоит. Подписку обеспечат за счет бюджетников. Продолжается активное принуждение бюджетных работников, в частности учителей, к обязательной подписке на государственные газеты и журналы. Конечно, такой подход, если он существует, он не поддерживается Министерством информации и коммуникации, когда заставляют так называемую подписку вести. По газетам у нас видение очень простое. Мы понимаем, что печатные издания, они, наверное, такими темпами, как раньше, тираж наращивать не будут, скорее всего.
По информации экспертов, журналистскими расследованиями в Казахстане занимается не более 2% представителей СМИ. Ужесточение законодательства, аресты журналистов-расследователей по надуманным обвинениям не дает возможности развивать этот интересный, но опасный жанр. Министр Абаев намерен возродить его на страницах государственной газеты «Казахстанская правда». Будет ли финансироваться это новшество из госбюджета, бывший пресс-секретарь президента не пояснил. Мы просто откроем рубрику в «Казправде», например, журналистское расследование. Это будет определенный KPI, который он должен постоянно заполняться. Пожалуйста, почему бы нет? Работа журналистов подверглась критике со стороны депутатов недавних героев публикаций. Автор идеи переименования столицы в честь Нурсултана Назарбаева, депутат Куаныш Султанов, призывал не задевать гордость человека. Тем временем экс-спикер Мажилиса Бахыткожа Исмухамбетов, бывшая сноха которого обвинила сына депутата в невыплате алиментов, упрекнул представителей СМИ в публикации негативных материалов. Реакция министра Абаева была неожиданной – увольнять провинившихся репортеров. Журналистика – это ответственность. Не надо задевать гордость человека и личность человека. Некоторые СМИ показывают только негативные вещи, происходящие в регионах и здесь. Иногда кажется, что они даже пытаются позитивные новости перевернуть в негатив. Это, конечно, порождает негативную реакцию среди народа на социальные процессы, происходящие в стране, и на власть нашу. Если журналист написал неправильно или допустил ошибку, то он сначала должен быть уволен. Редактор должен уволить его и сказать: «Ты неправильно написал». Во-вторых, такого журналиста не должны принимать на работу в других изданиях. Бывший журналист Карибай Мусурман вступился за коллег, работающих в областных изданиях. По его мнению, региональные корреспонденты вынуждены писать материалы о деятельности акимов. О творчестве здесь не может идти и речи. В некоторых областях, к примеру, в Кустанайской, управление внутренней политики не включают критические материалы, опубликованные в областных газетах, в список материалов, подготовленных по государственному заказу. А в некоторых областях пытаются закрывать рот изданиям, которые пишут критические материалы. Взаимоотношения местных СМИ с региональными властями – это большой вопрос, и не везде эти взаимоотношения правильные. Все это пагубно влияет на качество работы отечественных СМИ. В итоге зритель и читатель отдает предпочтение российским изданиям, а они начинают формировать мнение казахстанского населения на те или иные глобальные мировые процессы. И эту задачу предстоит решать созданному весной этого года Министерству информации и коммуникации. 35% аудитории предпочитают получать информацию из российских СМИ по сведениям министерства. 64,8% читателей, они читают местные газеты. Доля читающих зарубежные газеты и журналы 11,5%. Айнур Коскина, Ганизат Оспанов. Настоящее время. В Алма-Ате похоронили известнейшего российского теолога и председателя Исламского комитета России Гейдара Джемаля. Исламский революционер и философ, как он сам себя называл, скончался в возрасте 69 лет после тяжелой болезни. Похороны прошли на небольшом кладбище в верхней части Алма-Аты. Ранее сообщалось, что Джемаль будет похоронен с почестями на кладбище в Кенсае, где покоятся многие выдающиеся деятели Казахстана. Однако в последний момент родные Джемаля решили иначе. Решение быть похороненным именно в Алма-Ате принял сам Гейдар Джемаль, когда был еще жив. Об этом сообщил его сын. Джемаля считают противоречивой фигурой, однако он оказал сильнейшее влияние на многие умы в России и за ее пределами. Он разрабатывал философскую концепцию, в которой монотеизм соединялся с социализмом. Я встречаю людей в Турции, да, то есть я не знаю, где-то в Азии, в Афганистане, которые говорят, что какое большое влияние он оказал на них. В Душанбе обсудили проблемы женского предпринимательства. В таджикской столице прошел международный бизнес-форум, организованный посольством США. Низкий уровень образования, отсутствие денег на стартовый капитал и особенности национального менталитета становятся для женщин барьером для открытия собственного дела. Особенно тяжело приходится жительницам сел. Однако, как преодолеть гендерное и религиозное неравенство, участникам форума выяснить так и не удалось. Зато решили налаживать международное сотрудничество и связи. Барьеров очень много для женщин как в республике, так и у нас в США. Но я хочу видеть это как потенциал, который есть у женщин.
В особенности не только в объединении женщин друг с другом, но и объединении региональных стран между собой. В рамках форума прошла выставка товаров, произведенных женщинами Таджикистана. Это одежда, изделия из серебра и золота, национальные блюда и сладости, которые все желающие могли приобрести по сниженным ценам и без посредников. Мы здесь на форуме «Бизнес женщин» представляем группы женщин, активно занимающихся малым бизнесом, тем, что вы видите на этих столах. Наш проект «Благосостояние и влияние женщин» не бизнес-проект. Это проект по повышению компетентности. Некоторые женщины заинтересованы накопить денег и создать бизнес. Другие женщины заинтересованы в политике. Кто-то в развитии сельского хозяйства, здоровья. Далее в программе. В Америке начали пересчет голосов, отданных за Дональда Трампа. К активистам от партии местных зеленых присоединились и проигравшие на выборах демократы. По закону еще есть время объявить голосование за Трампа недействительным. Гибель «Титаника» повторится 10 тысяч раз. В Китае строят точную копию легендарного лайнера, на борту которого будет действовать аттракцион, имитирующий столкновение с айсбергом. Мы пытаемся приблизиться к оригиналу. Становятся известными новые подробности обстрела боевиками сирийской оппозиции российского мобильного госпиталя в Западном Алеппо. Как выясняется, обе погибшие военные медсестры, Галина Михайлова и Надежда Дураченко, были медсестрами военного госпиталя города Биробиджан. Также тяжелые ранения получил профессор кафедры детских болезней военно-медицинской академии имени Кирова Вадим Арсентьев, которого прооперировали в медцентре на российской авиабазе Хмеймим. Это не перевернуть. Давай, быстрее уходим. Разница между первой и второй. Вы видите кадры, снятые российскими военными буквально в первые секунды после атаки на госпиталь. Обстрел из крупнокалиберных минометов повторялся несколько раз. Сообщается, что помимо российских врачей пострадали несколько десятков сирийских пациентов в госпитале. Также утверждается, что под повторный удар якобы попала съемочная группа российского телеканала Russia Today, а корреспондент группы получил тяжелые осколочные ранения. Российский генштаб обвинил западные страны в предоставлении повстанцам точных координат госпиталя. Кровь наших военнослужащих лежит и на руках заказчиков этого убийства. Тех, кто создал, выпистывал и вооружил этих зверей в человеческом обличии, назвав их для оправдания перед своей совестью и избирателями оппозиции. Да-да, на вас, господа покровители террористов из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции и прочих сочувствующих им стран и образований. Между тем, российские СМИ не подтверждают версию генералов о спутниковом наведении артиллерии сирийских повстанцев на военный госпиталь. В прямом эфире нескольких российских телеканалов корреспонденты, работающие на месте в Сирии, заявили, что огонь по госпиталю корректировался артиллерийским наводчиком, который прятался в одном из соседних зданий. Представители Госдепартамента США, отвечая на вопросы журналистов по этой атаке, заявили, что у них пока нет никаких подтверждений нанесения этого удара. Вот что мне об этом известно. Я не видел сообщений с мест. У нас нет никаких подтверждений случившегося. Их не просто получить там, учитывая, что идут бои, и у нас нет доступа к району, где все это происходит. Однако, отвечая на вопросы, скажу, что мы, разумеется, осуждаем любое нападение на госпитали или другие медицинские учреждения. Тем временем сирийская армия продолжает успешное наступление на позиции объединенных сил повстанцев в Алеппо-Восточном. Буквально каждые несколько часов сообщается о занятии очередного городского района. Как утверждают российские и сирийские военные, авиация во время боев внутри городских кварталов не применяется. Повстанцы, в свою очередь, размещают в социальных сетях видео последствий авиа- и ракетных ударов по жилым кварталам Восточного Алеппо. Как заявляют сирийские правозащитники и ООН, на территориях подконтрольных сирийской оппозиции в Восточном Алеппо может оставаться до 200 тысяч человек гражданского населения, жизни которого сейчас подвергаются смертельной опасности. В США начался официальный пересчет голосов в тех штатах, где победу на прошедших президентских выборах одержал Дональд Трамп. Как заявляют аналитики, у проигравшей Хиллари Клинтон все-таки появилась надежда стать президентом. Дискуссию вокруг избрания Дональда Трампа подогрел выборщик Крис Супрун. Республиканец от штата Техас заявил, что не намерен отдавать свой голос за Трампа на предстоящей коллегии выборщиков.
В США президента выбирают не напрямую, а через выборщиков, которых и выбирают избиратели. Теоретически выборщики могут пойти против мнения большинства в своих штатах и проголосовать за кандидата, которого сами считают достойным. И до тех пор, пока они не приняли решение, избранный президент президентом формально не является, даже если его поздравил с победой его противник. Официальная процедура окончательного голосования, так называемая коллегия выборщиков, состоится 19 декабря. Крис Супрун призвал выборщиков из других штатов последовать его примеру и не голосовать на коллегии за Дональда Трампа. Техасский выборщик отметил, что Трамп, по его мнению, не пригоден для главного поста страны. Если Супруна поддержат остальные выборщики, Хиллари Клинтон получит шанс все-таки стать хозяйкой Белого дома. Во Франции важные политические перестановки. Премьер-министр, социалист Мануэль Вальс подал в отставку. Он намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Пятой Республики. А вот в Италии премьер-министр Маттео Ренци после неудачного для себя общенационального референдума в отставку подал, но не ушел. В тонкостях европейской политики разбирался Сергей Хиршфельд. Мануэль Вальс принял решение после того, как 1 декабря действующий президент Франции Франсуа Олланд заявил, что не намерен баллотироваться на пост главы государства еще раз. Вальс находился на посту главы французского правительства с марта 2014 года, причем дважды подряд. Из-за разногласий с министрами по ряду социально-экономических вопросов Вальсу пришлось формировать правительство дважды. В августе 2014 года возглавляемый Вальсом кабинет был расформирован. И вот теперь добровольная отставка. Я хочу отдать Франции все, что у меня есть, стране, которая так много для меня сделала. Я был министром и премьером. Я исполнял свой долг, как вам известно, не жалея сил и энергии. Я был верен стране и пытался сделать все для выполнения задач, возложенных на меня президентом. На смену Вальсу пришел теперь уже бывший министр внутренних дел Франции Бернар Казнев. На политическом небосклоне Казнев появился лишь в 2012 году. Во время террористических атак в Париже в январе 2015 года именно Казнев руководил действиями спецслужб. Больше никаких перестановок во французском правительстве не ожидается. Защитить Францию – вот миссия, которую я возложил на премьер-министра Бернара Казнева. Но защиты мало. Необходимо подготовиться к будущим вызовам. Необходимо вкладываться в образование, в исследования. Подготовиться к будущему значит создать такую инфраструктуру в стране, чтобы компании со всего мира хотели здесь работать. Тем временем в Италии политического потрясения так и не случилось. В минувшее воскресенье в Италии состоялся референдум, на котором победили евроскептики. Действующий премьер-министр Маттео Ренци счел своим долгом уйти в отставку. Однако президент государства Серджио Маттарелла попросил Ренци не спешить и остаться на своем посту. Как минимум до принятия бюджета Италии на 2017 год. Отказать президенту Ренци не смог. Сергей Хиршфельд. Настоящее время. Единственная за последнее время европейская страна, где центробежные правоконсервативные силы потерпели поражение, это Австрия. Там во время повторного голосования президентские выборы выиграл бывший лидер левой партии «Зеленых» Александр Ван дер Беллен. Ему противостоял кандидат от ультраправой националистической партии Норберт Хофер, который обещал в случае своей победы впервые со времен Гитлера ввести в стране ксенофобские законы. Подробности в репортаже Рейтер. Левоцентрист и бывший лидер партии «Зеленых» Александр Ван дер Беллен станет новым президентом Австрии. В воскресенье он уверенно опередил своего соперника Норберта Хофера на повторных выборах главы государства. Согласно данным ЦИК, отрыв составил около 8%. Первое голосование прошло еще в мае. Тогда Хофер уступил Ван дер Беллену менее 1% голосов. Однако при подсчете бюллетеней были допущены многочисленные нарушения. В июле Конституционный суд страны отменил итоги выборов и назначил новую дату. Норберт Хофер, глава антимиграционной и антиисламской партии «Свободы», мог стать первым со времен Второй мировой войны крайне правым лидером страны, находящейся в составе Евросоюза. Его проигрыш стал ударом по волне популизма, накрывшей Запад. Ван дер Беллен отмечает, что итоги австрийских выборов дают надежду сторонникам единства Евросоюза.
На самом деле, эти выборы были не повторные, а новые, ведь мир вокруг нас изменился. Многое произошло за последние 6 месяцев. Мы получили Брексит в Великобритании и победу Дональда Трампа в президентской гонке в США. В Австрии президенту страны отводится скорее церемониальная роль. Тем не менее, это голосование стало своеобразным барометром настроений в Европе. Теперь внимание аналитиков приковано к предстоящим выборам во Франции, Германии и Нидерландах. Кроме того, вероятно проведение досрочных выборов в Италии после ухода в отставку премьер-министра Маттео Ренци. Российская глубинка замерзает. Не помогают от холода ни деньги, ни чрезвычайные заседания чиновников. О том, как в Иркутской области в своих замерзших ледяных квартирах живут почти 20 тысяч человек, в репортаже Екатерины Пономаревой. Ну вот сейчас температура в ванной комнате у меня 9 градусов. В комнатах чуть теплее, около 14. И это еще хорошо, говорит Екатерина. Когда за окном под 30 мороза, у них как на улице прохладной осенью. Дочь Аня в зимних штанах ходит и дома, и на прогулку. У соседей та же картина. Для тепла подушками и шубами заложена дверь балкона. Маленький сын постоянно болеет. Постоянно сопливит, только вылечишь его. Он опять засопливит, закашляет. Ну, не помыть его, вот летом воды горячей не было. Ну, это вообще мучение. Сейчас тепла нету. Это еще хуже, наверное. Уже несколько дней здесь введен режим чрезвычайной ситуации из-за неработающей толком котельной. Губернатор послал в командировку в холодную Вихревку едва ли не половину своего правительства, чтобы согреть город. Чиновники каждый день совещаются и пишут отчеты. Муниципалитет оказался не готов к отопительному сезону и не провел должным образом работы регламентные на жилом фонде. Эту работу мы сейчас тоже взяли на контроль и занимаемся ее исполнением фактически в режиме ЧС. Но теплее от этого жителям города не стало. За те дни, что о них заботятся власти всех уровней, из 3 работающих местных котельных котлов остался только 1. Еще отключили горячую воду, говорят, таков план ремонта. А сегодня начали эвакуацию пациенток роддома в соседний город. В операционных слишком холодно. Дома-то уже не то, что физически, даже уже морально тяжело все вот это вот, потому что приходишь домой и не погреться. Мы вот буквально 2 дня назад пришли 3 домой. У нас холодной воды нету, потому что трубы времянки брошены все поверху, вода холодная перемерзла. Мы почти сутки без холодной воды сидели. Мерзнуть жители Вихревки начали, как закончилось лето. Отопление в батарее пустили, но толком они не нагрелись. Все потому, говорят местные, что власти не ремонтировали старые сети, хотя им выделили на ремонт котельной 18 миллионов рублей. Они вот голые, они не защищенные от холода. Они пока дойдут, вот, все, и какое может быть тепло в домах быть, если они вот на улице все идет. Мы отапливаем улицу. Они жаловались и в прокуратуру, и региональным властям всю осень, но их игнорировали. Ужас какой. Никому дела, не только деньги лупить. Сейчас против мэра есть административное дело за то, что он довел город до такого. В его кабинете прошли обыски, следователи ведут проверку. По ее результатам могут возбудить и уголовное дело. Сейчас власти пытаются вернуть Вихревку тепло, что у них как-то плохо получается. А времени на работы мало. В городе -8. Но через пару дней синоптики обещают резкое похолодание. Екатерина Пономарева для настоящего времени. В Китае началось строительство точной полноразмерной копии легендарного трансатлантического лайнера «Титаник». Правда, судно не будет выходить в открытое море, а станет главной достопримечательностью нового парка развлечений. На лайнере воссоздадут почти все интерьеры затонувшего «Титаника», а на борту сделают аттракцион, моделирующий столкновение с айсбергом. Пассажиры смогут не только пережить крушение, но и почувствовать себя героями одноименного фильма Джеймса Кэмерона. Генеральный директор компании, которая занимается строительством, говорит, что из-за ряда корректировок стоимость проекта давно превысила ожидаемые $165 миллионов. Не рады новому «Титанику» только местные жители. Они опасаются, что из-за масштабного строительства власти выселят их из домов, хотя хозяева парка развлечений обещают обеспечить всех работой. Мы пытаемся приблизиться к оригиналу. Есть еще некоторые проблемы, и мы не будем любой ценой воссоздавать каждую каюту, но оболочка корабля и внешняя отделка будут довольно точно повторены, как и помещения внутри, чтобы сохранить историческую точность. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.